Всем привет, с вами Александр Попков и канал Distraction Test. И сегодня у нас на обзоре автомобили, которые не требуют никакого представления. Так что наслаждаемся красивыми пролетиками, погнали! GX 470. Это, по сути дела, то же самое Prado, ну, как вы все знаете, да? Что тут можно вообще объяснять, если все знают прекрасно весь модельный ряд Toyota и Lexus? Но это не просто как бы Prado, да, это Lexus. И мы сразу видим, что? Первым взглядом мы сразу обращаем внимание на оптику, на решетку. Ну, то есть есть отличие от обычного Prado. То есть Prado это такой, типа, для нищебродов, Lexus это для мажоров. Но на самом деле автомобиль не выглядит как мажорный, потому что это не 470 Lexus. Это что-то среднее между Harrier и LX. Ну, то есть RX и LX стоит GX. Вот и все. То есть автомобиль выпускался с 2002 года. Довольно-таки старый, очень, ну, с давних времен, можно сказать, да, автомобиль был с 120-м праздником почти, вот, шли они по конвейеру, только это выпускался в Америке, то есть, естественно, американец для американского рынка, а праздник для японцев, для всех остальных стран. В общем, внедорожник, как мы все знаем, на раме, все как надо, то есть, настоящий, чистый рыбак. Но рыбак это называют Prado. Все называют патриот русский Prado. Prado это Prado, а GX никто не упоминает. И это очень странно, потому что GX это такой немножко лухури Prado. Вот, давайте пойдемте по внешнему виду. У нас сегодня, как вы видите, два GX. Один у нас более стандартного вида, то есть какой он должен быть с завода вышел, там даже на АТ-шной резине какой-то, без каких-либо тюнингов. Здесь же мы видим представитель, так сказать, городского транспорта. То есть мы видим небольшую юбочку спереди, 20-е колеса, ну, спойлер, все дела, тоже на том есть, в принципе. Выглядит достаточно хорошо. Черный цвет, солидный, дорого и все такое. Белый он как-то, ну, тускнеет с виду с черным, но у белого красивый цвет перламутр, он переливается на солнце. Надеюсь, камера передаст эти вещи в пролетике, может, вы это и заметили. Пойдемте, наверное, поближе. Так неуверенно сказал. Ну ладно. Техническая часть. Очень кратенько, все прекрасно все знают. Рама, постоянно полный привод. 20-е тапки, это, конечно же, убавляет нам комфорта, но придает хороший вид и какое-то управление, потому что мы понимаем, что на раме, на высокой резине машина валкая, а в городе ездить на вот такой вот валкой машине не очень приятно. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, кто-то ставит такие, кто-то ставит такие, и тут как бы на вкус и цвет какое предназначение у автомобиля. И одна единственная проблема, которая поджидает всех GX, это есть, естественно, тормоза, которые не меняются со времен Prado, сотки, 570-го, 400, короче, все одни и те же тормоза, и которые не хватает на такую массу. Весит машина на минуточку 2200, то есть это довольно-таки большой вес пустого автомобиля, то есть вы его загрузите, он будет еще больше. Тут у нас стоит пневма сзади, то есть все GX идут с пневмой. Спереди все как обычно. И еще есть комплектации, на которых стоит КДСС. Знакомы всем по 200-кам, то есть в те года уже ставили такие вещи. И это тоже такой спорный вариант, потому что на КДССе, ну, это по сути стабилизатор с гидравлическим такой линкой. У него одна гидравлическая, одна обычная, по-моему, так идет. Ну, насколько я примерно понял. И типа он разжимает эти стабилизаторы, тем самым повышает он проходимость и так далее. Но, по словам хозяев,
которые ездят на КДСС, машина жестче. Ну и, естественно, лишний элемент в нашем, как сказать, климате и тому прочее лучше снять и поставить обычный стабилизатор, вроде как ставится все болтом, без всяких каких-либо переделок. По поводу пневмы, кстати говоря, вот все жалуются пневмо, что зимой, как она будет использоваться. На самом деле зимой они ходят вообще, никаких проблем, все очень просто и допотопно, и просто промаз, можешь брызнуть силиконовой смазкой так немножко, да, и ездит, и вообще не парится, потому что это Lexus, блин. Это автомобиль, который вот покупали люди Toyota, кто ездил на Toyota, покупает Lexus, и потом меняет только такой же Lexus, только свежее. Вообще вот очень преданы своей марке автомобилей. То есть они завоевали свою популярность именно в те годы, вот, когда выпускали вот эти надежные автомобили. Рамная конструкция поставлена на полный привод, блокировка межосевого дифференциала, блокировка заднего торса, кстати говоря, стоит у них у всех с завода. Это тоже добавляет, то есть большой внедорожный потенциал. Но все мы прекрасно понимаем, что эти автомобили используются в 85-90% случаев используются только по городу. То есть ты просто возишь с собой лишний вес, лишнюю нагрузку на оси, лишний расход топлива, кстати, который обусловлен именно мотором, который сильно отличается от прадиковского. Пойдемте к нему. У Prado 120 есть 3 варианта двигателя. То есть это 2.7, 3-литровый дизель, по-моему, 3-литровый, да, и 4-литровый V6 GR. То есть, по сути, конструктивно они похожи с GX470 4-литровый прадик, но у 4-литрового прадика V6 на 4 литра, который 260, ну, я точно не могу сказать цифра, короче, там 260, грубо говоря, лошадей. Здесь же мы получаем тот самый надежный 2UZ FE, ну, тут с вывитяем, 272 лошадиные силы, вообще изначально был 238, потом сделали 272, а потом опять уменьшили на 263. То есть, ну, зачем, непонятно, но тут именно момент и именно надежность, потому что это чугунный двигатель, который, блин, вот реально ты его взял, купил, меняешь масло, расходники, ездишь хреново тучу времени, вообще не парясь о том, что с ним что-то может случиться. Это вот, кстати, вот когда мы снимали BMW, я говорил, что ездить куда-то на дальняк будет сложно. На этой машине я спокойно сейчас сяду и поеду куда-нибудь вдали, и даже не буду париться, на самом деле, так и есть. Но обслуживание никто не отменял. Естественно, муфточки почистить, все это сделать, чтобы все было по фэншую. Не закрыл, а закрыл. Салон. Мы начнем салон с непривычной вещи, с багажника. Почему все начинают снутри, да? Начнем с багажника. Итак, дверь открывается, какая она тяжелая. У нее, кстати, есть 2 положения, то есть вот первое положение и второе положение. Широкая распашная дверь, как обычно, вот это вот тема. Вот ты сел на пикничок, так сказать, присел, шашлычки, мангал, прямо вот тут можешь сидеть. Очень, кстати говоря, удобно, вот, блин, сидишь и прям чувствуется, ну, крепкость этой вещи. Конечно, я бы тут не садил бы 5 таких здоровых ребят, но вдвоем, я думаю, вполне удобно. Как мы видим, 3-й ряд, все как надо. Ну, эта машина все-таки семейная же, да, как бы американцы, они любят минивэн и прочую тему, поэтому это очень полезная функция для... Вообще полезная функция для такого внедорожника, на самом деле. Когда у тебя 5 мест, такой большой кузов, как бы багажник особо ты, ну, не возишь ничего такого, и как бы он тебе не нужен. Единственная проблема, это, я думаю, распашная дверь, потому что не на всех парковках она удобная, но, в принципе, зато довольно надежная, никаких подъемников, ничего. Кстати говоря, я увидел, что Марк Левинсон, акустика, надо, кстати, проверить это все дело. Ну, в общем-то, вот так. Спойлер. Все как надо. Но еще бы вот стекло бы, наверное, открывалось, было бы прикольно. Ну, в смысле, удобно закинуть что-то такое, чтобы не открывать эту здоровую дверину. Но нет запаски, здесь не висит, поэтому она не сильно тяжелая. Пошли назад. Присели мы назад. Как говорится, пространства тут много. Да, единственное, чувствуется, ну, вот именно, что ты сидишь в рамном автомобиле, потому что ноги чуть-чуть выше тебя. Но это как бы конструкция старая, зато надежная. Кожа
натуральное. Дерево тоже, кстати говоря, натуральное, это же Lexus. Но сейчас смотришь на вот это все, и как-то, конечно, вычурно уже смотрится. На то время это казалось модно, все ставили дерево, все вот эти натуральные материалы, все такое. Сейчас уже, конечно, редко кто такое делает. Вот, но в то время это казалось круто. Единственное, вот это подлокотник, тут у нас подстаканники, ну, все как в лучших домах Лондона. В тему, что-то я сказал. Ручечка, вот, кстати, интересная тема, это вот этот крючок меня очень заинтересовал, прям сидел, его несколько раз тыкал. То есть обычно ты видишь крючок на вот этой штуке, а тут, оп, такой, типа, курточку повешал, погнал, то есть это с обоих сторон. Ну, ручка вот для входа, тут ручка, сел, блин, тут, не знаю. Кстати, мне кажется, тут сиденье должно регулироваться, нет? Ну вот, немножко назад я могу, ну, то есть угол наклона немножко можно разбавить, типа, присесть поудобнее. И вообще, вот, смотрите, я могу просто откинуться, и дальние поездки прям вообще по кайфу. Вот реально, просто можно ехать сзади. Пошли вперед. В общем, ребят, вот и перед. Вот и место водителя. Подножка, кстати говоря, не столь обязательно, потому что, ну, в зависимости, конечно, от роста. Двери прям такие, ну, чувствуются тяжелые, шумочка, все как надо, то есть... Садишься внутрь и понимаешь, ты сел во внедорожник, в рамный. Руль ниже тебя, ты сидишь высоко, капитанская посадка, огромный просто капот и обзорность. Ну, просто вот я сижу сейчас и смотрю в зеркала просто огромные. Все очень такое большое, массивное. Подлокотник, кстати говоря, вот это удобный здесь у Прадика. Как вы помните, у него идет такой туннельчик с подлокотником, а тут вот как бы раздельный, это удобно, ты не делишь ни с кем свою, как сказать, руки свои, если ты даже здоровый, как бы ты удобно сел и все. Обилие кнопок, там в то время не было сенсоров, да, все мы прекрасно понимаем. Тут у нас часы, расход топлива средний, кстати говоря, показывает 57 литров, это нормально. На самом деле, конечно, нет, о расходе я поговорю позже. Тут у нас такой экран там с климатом, то есть мы регулируем двухзонный климат. И, кстати говоря, тут трехзонный климат получается, уже зад тоже регулируется, но прикол в том, что сзади нет печки. То есть многие думают, что вот это заднее управление — это печка, на самом деле только кондиционер. Но по словам хозяев, то есть в этом автомобиле тепло в наших условиях, нашими зимами, там 45-50 градусов, вполне себе достаточно этой печки, потому что большой мотор, большой объем жидкости. Ну, то есть, блин, тепло, реально. Подогревы сидений, тут у нас розеточка. Ну, то есть, даже в то время розеток мало, кстати, 12-вольтовых вот этих вот. То есть, чувствуете, вот этот 2005-2006 год, когда не было еще тех технологий, там, подзаряжание телефонов и прочая тема. Кассетник, который меня больше всего убивает, то есть Lexus, ребята, ну, блин, 5-й год все-таки, кассеты уже, не помню, никто не слушал в 2005-м, хотя, может быть, и слушали, точно не могу сказать. Люк тоже приятная вещь, на самом деле, но использовать его как бы в нашем пыльном городе не очень, так сказать, приятно, потому что ты тупо собираешь пыль. И проблема этих люков, кстати говоря, они со временем начинают брымчать. Именно вот в закрытом положении начинают хлюпать, брыкать, и многие их тупо глушат, потому что это раздражает. Ты привык ездить в тишине, потому что едешь в Lexus, все тихо, комфортно, и тут, блин, какое-то брымчание лишнее от тебя над головой, тем более. Это бесит, и многие просто его заглушивают. И все. Здесь пока с люком все нормально. Можно, кстати, попробовать открыть. Вот, например, он, ну, естественно, в двух положениях. Проветривание, ну и открытие, естественно. Это не суть важно. Блин, тут еще американский лад, эти кнопки открывания гаража возле дома-то, которые, типа, программируешь, там, открываешь ты три положения, то есть у тебя должно быть 3 дома, и ты в каждом 3 домах используешь эти кнопочки. Вот эти ручки для посадки, память сидений, кстати, на 2 водителей, все как надо. В общем, блин, ну, прикольно. Управление пневмой. Тут у нас типа внедорожная такая примочечка. Это система помощи спуска с горы. Это регулировка пневмоподвески и жесткости ее. Это жесткости, да. Это уже регулировка зада. И прикол, что вот Прадик, ты его нагружаешь, он прям жестко проседает. Здесь же автомобиль сам. То есть ты его нагрузишь, он сам выпрямит тебя так, что даже не видно, что ты загружен, он будет ехать ровно. Это, кстати, плюс вот именно Лексусов.
Сели мы в Lexus GX по очень такой парковке, на которой на легковой машине мы просто бы ехали и каждую вот эту кочечку бы выглядывали. Но здесь мы понимаем, что автомобиль очень комфортный. И, блин, ну, ощущение того, что ты сидишь очень высоко, вот эта командирская такая посадка, она немного может, ну, непривычно, дело привычки на самом деле, если ты сидишь, например, в низкой машине, как я постоянно езжу, и это непривычно. А когда ты постоянно едешь на таком автомобиле, ты привыкаешь к этому, и люди очень любят потом сидеть, выбирать высокие машины, чтобы сидеть высоко, типа это удобно там и прочее. Но вот эта валкость, об этом я уже говорил. В общем, ребят, 2UZ, 272 лошади до рестайл, вернее, ты с VTI, а здесь у нас уже 263 лошадиные силы, так как с 2006 года почему-то они решили сбавить мощность. Ну, там 400 с мелочью моментика, ну и разгон до сотни заявлен вроде 8,5 секунд до сотни, то есть вот этот автомобиль разгоняется. Это быстрее, чем 4-литровый Prado, хотя это немножко тяжелее. Ну и Prado, получается, по мощности они примерно одинаковый ГРовский мотор. Но тут момент решает. То есть 4 с мелочей все-таки это вам не шуточки. Сидеть, блин, ну, сидишь ты высоко, удобно. Обзорность, как я уже говорил, бешеная. В городе просто пипец как удобно ездить, парковаться и прочая тема. Расход топлива 62 литра. Ну, это просто снимали клемму, поэтому такая история. В общем, в управлении вот эта валкость, дело привычки. Но на самом деле вот эти машины, они используются в основном для езды по городу. Вот видите, я разогнался до 80 и все, я начинаю весь в ней болтаться. И это машина не для гонок, не для резких перестроений, для каких-то вообще таких вещей. То есть у нее большой внедорожный потенциал, блокировка межосевого, заднего моста. Ты должен использовать ее как по назначению. То есть Prado покупают люди, которые используют реально внедорожник по назначению. То есть сотку покупают не всегда так, а Pradиком тут такая история. Почему не используют Lexus в таких же моментах? То есть ты получаешь тот же самый кузов, по сути дела, те же самые внедорожные примочки, тут даже лучше, то есть стоит торсон сзади. И, блин, имеешь понижающий ряд. Ты имеешь все, чтобы использовать его по назначению. То есть выехать на природу, выехать на рыбалку. В общем, это солидный рыбак. Вот ты поднялся, после Pradика решил, возьму-ка я себе что-нибудь такое. Смотришь на свежего Pradика, ну не то. А почему бы не взять GX? И ты взял GX, ну, вроде машина та же самая, но ты получаешь больше всяких мелочей. Вот опускание вот этих зеркал при заднем ходе. Какие, ну вот кожа лучше, качество, там салон, вообще сам по себе шумка лучше. И мотор. То есть, если ты ездил на Pradике 2.7 и сев сюда, после него, соответственно, 4,7 литра после 2,7, то есть это огромная разница. И тут нету проблем с разгоном, с какими-то еще вещами. Единственная проблема здесь это расход. То есть ты за постоянный полный привод, за 4,7 литра ты получаешь расходик. Вообще вот, читав форумы и прочую тему, ты начинаешь понимать, люди настолько любят свои машины, что любят привирать. То есть некоторые говорят, что у них расход получается 17 литров на сотню, там 18. Какого черта? Это ни один, вот, блин, ни одного Lexus не спросил, у всех они скажут, ну, 25 это вообще, если ездить так. Ну, то есть совсем медленно, поташнивать, а на нем можно ускориться, можешь ехать. То есть мотор там позволяет вам разогнаться. Все позволяет там разогнаться. Единственное, например, это расход, то есть ты, как ты оцениваешь свой кошелечек, чтобы заплатить за вот это удовольствие за рулем. И тормоза. Тормоза – это проблема вообще этих автомобилей. В принципе, любых Лексусов, вот этих больших Прадиков, крузаков. То есть одни и те же тормоза, и все одно и то же. Это убивает, на самом деле, вот это ощущение. То есть тебе немного становится страшно, потому что вот после сотни ты оттормозишься хорошо несколько раз, и все, и, блин, и педаль становится такая валкая. Ну вот на черном, который стоял рядом, у него был тюнинговый уже комплект дисков, перфорации, все дела, говорят, уже получше. Но все равно можно было бы еще лучше. Почему не сделать с завода лучше тормоза? То есть машина как бы идет, вы не меняете ничего, но можешь же сделать какую-то мелочь. Тормоза, по идее, на заводском в этом, блин, можешь же сделать. Или те же присоски на дверях, которые тоже, вроде ты ездишь на Lexus, но у тебя нет присосок, и это как-то, блин, ну что такое? Ну это про новые, говорю. На эти машины нельзя ничего такого говорить, потому что машина все равно 2006 год, машине уже как минимум 10 с копеек, почти 15 лет. Ну и она до сих пор, и ты сидишь, и ты не чувствуешь, машина старая. Вот смотрите, я разгоняюсь вообще. Звук V8, вот это я понимаю, во. Ох, какой он, блин, все-таки непривычно разгоняться на таких машинах высоких, вот с этой вот валкой подвеской. С одной стороны, вот КДСС, да, плюсом был бы, потому что он был бы немножко взбитие, сама рулежка. То есть вот так. Класс. Но машина с возрастным таким ограничением 35+, я думаю.
Потому что, ну, молодому парню охота пофорсить. И многие солидные люди покупают эти автомобили, но можно за эти деньги купить, например, LS, там, 400. Ты получаешь тот же самый комфорт, и у тебя нет вот этой валкости. Тут зато высокий, удобный и многофункциональный автомобиль. Можно просто ехать, наслаждаться тишиной и поехать куда угодно, где угодно, в любое время погоды, суток и прочие темы. И ты будешь уверен, что эта штука тебя довезет, куда ты пожелаешь. В общем, я думаю, стоит на этом подытожить наше с вами знакомство с этим автомобилем. Что сказано в итоге? Автомобиль очень многоцелевой. То есть это такой солидный рыбак, который накинул свой пиджачочек, вышел на берег, кинул пару раз спиннинг, поймал рыбку, удовлетворил свои мужские способности, потребности какие-то и уехал спокойной душой. А завтра поедет на работу, поедет на свадьбу, в кортеж, поедет куда угодно. То есть автомобиль с большим-большим потенциалом внедорожным, с хорошим городским комфортом. И все, что нужно в этом автомобиле есть. С вами был Александр Бабков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все. Всем пока.